подписчики, друзья, любители истории. Запомните раз и навсегда. Никогда в жизни не было такого этнонима, как Малая Карабулакия или Большая Карабулакия. Эти подмены, эта компиляция проводится специально недоброжелателями, которым просто-напросто настолько сильно ненавистна наша история, и что они зафиксированы как одно из наших обществ, что они сегодня пытаются, это видео вы увидели, текст вы увидели, пытаются заменить название, которое было. Не забывайте, запомните, название Большая Чечня, Малая Чечня, Малая Кабарда и Большая Кабарда была только у нас. Никаких малая, большая там. Есть один момент, который более позже, во второй половине 19 века, по тому же названию описали, на одной карте есть малые ингуши и большие ингуши. Один случай, а в остальном случае, и то это компактное проживание. Они описывают, между какими реками проживали это общество. Это делается сегодня только для того, чтобы специально стравить между собой. Заметьте, вы можете взять оригиналы тексты, благо сегодня достаточно представителей нашего народа проживают в Германии. Отправьте любому человеку, нашему молодому представителю нашего этноса, ногчи народа, можете отправить этот текст, чтобы дословно он перевел, и вы поймете, где производится подмена. Это делается повсеместно, и не только на этой книге, где там пишут на немецком или французском языке. Всяческого рода пытаются вот эту подмену сделать. Для чего это делается, как это делается, мы с вами обсуждали. Когда мы отвечаем таким людям, отмечая, что это фейк, что вот это ложь, начинается от ты провокатор, ты это, ты то, ты третье, десятое. Причем указывая в разговорах, вот эти разговоры, когда идут, они начинают, когда касается чеченцев или ногчи народа, описывания в этих текстах, он начинает говорить этот, в кавычках, нарнийский историк, начинает и так далее, и так далее, и так далее, и переходит зачитывать дальнейшие моменты. Это вы можете наблюдать повсеместно, тот, кто наблюдает за его эфирами. Поэтому я вас прошу не переживать каждую ложь, иншаллах, по мере возможности. Пока будет публиковаться лживая информация о нашей истории, мы ее будем непосредственно разоблачать, мы будем показывать, как же в реальности, будь то иностранные, российские, арабские, грузинские историки, источники записывали. Ничего удивительного нету. Мы помним, буквально полгода или год тому назад этот человек утверждал, что 300 лет тому назад одни из самых сильнейших грузинских ученых ошибались, когда писали о народе Нахче. И потом начинали говорить, почему только один раз упоминается, а больше нигде не упоминается. Это любимая фишка. Если бы там не было бы, хотя бы одного раза, они бы утверждали, что ни одного раза нигде не записано. Мы видим многие карты, где написано Нахчи, мы видим многие карты, где написано Мизжеги, мы видим многие карты, где написано Дзурдзукетия. Запомните, некоторые наши недоброжелатели закидывают карты, французские карты, где написано Дзурдзукетия, и говорят, что дзурдзуки якобы только они. Но проблема в том, что никогда в жизни люди, которые утверждают это, не понимают, что у них не было выхода на Каспийское море. Выход на Каспийское море был только у ногчи народа. Понимаете? И само собой, если указывают, что дзурдзуки жили от гор северо-восточного Кавказа, центрального Кавказа и до самого Каспийского моря, и написано Дзурдзукетия, конечно же, это обозначает, что название Дзурдзуки относится в первую очередь к ногчи народу. Да, я, пытаясь более быть политкорректным, всегда говорил, и мы, и вы, пытаясь объяснить этим людям, что относились, по их любимому, по карте их любимого якобы
по словам Вахушти Багратиони, карты, которая была сделана, там написано Дзурдзуки отдельно, Глигвы отдельно, Кисты отдельно. Так вот, что я хотел сказать, что в основном Кистетия, Дзурдзукетия, они пытались всегда говорить, вот видите, Дзурдзуки ближе находится к нашим горам, что он находится только в горной Чечне, и якобы раньше Дишнит, Эрлуа, Нашхуай и весь Итумкалинский, Галанчожский, частично Шаройский район, якобы все верховье реки Аргун, что якобы они были раньше ингушами, а теперь стали чеченцами, что, конечно, не является истиной. В этот момент я хочу еще раз пояснить, что эти моменты зафиксированы многими историками, тем же Броневским и остальным, как кисты. Кисты большие и кисты малые. Но нигде не сказано, что от малых кистов произошли большие кисты. Указывая, что там определенное количество, совсем небольшое количество, почти что 1800 человек в малой кистете, малые кисты, где проживали в самом Дарьяльском ущелье, и большая кистетия, где указывалось почти что без малого, я не хочу ошибаться, но приблизительно в пределах 8 тысяч, или 6 или 8 тысяч, приблизительно так. Вот, поэтому 1800 против даже, пускай там будет, даже будет там всего лишь, там, не знаю, 4 или 5 тысяч, суть не в этом. Но это говорит не о том, что произошли. Миграция происходила равномерно от Центрального Кавказа, в западную часть Дарьяльское ущелье и восточную часть, область Шароя и Чеберлоя. Поэтому они всегда в то время утверждали, вот видите, вот рядом с нами написано у Вахушти Багратиони Дзурдзуки, значит Дзурдзуки это якобы Галга или ингуши. Опять же, только глупый, недоразвитый исследователь, историк в кавычках может утверждать, что это только мы. Конечно же нет. Вот на этих картах, которые были зафиксированы, как раз таки французские и английские карты, которые сейчас начинают некоторые говорить, что нашли их в секретных загажниках английской библиотеки в Лондоне, и что только по разрешению чуть ли не самой королевы можно их публиковать. Эти карты уже в протяжении последних 3 лет в свободном доступе, в электронном варианте, в цветном, в черно-белом продаются на Авито в электронной версии. Стоят они от 3 до 5 тысяч. Ничего нового нету. И на этих картах прекрасно написано Дзурдзукетия, Дзурдзуки, и они находятся вплотную от берегов Каспийского моря и в центральной части, где любят наши любимые и доброжелатели, которые любят говорить, что чачани вот снизу, а вот Дзурдзуки сверху. Вот как раз таки на этой карте, которую вы сами же выкладываете, Дзурдзуки находится в самой восточной части, то есть в Прикаспийском море и на области непосредственно, где проживали чачани, как вы любите это указывать. Еще раз повторюсь, что название мичикизовцы, шашаны, чачаны, дзурдзуки, кисты, эти все названия, инородные. Почему вот ответ тем долбозвончикам и долбоежикам, которые утверждают, почему Нахчи только один раз якобы Джавахашвили упомянул, и все грузины не называли. Да дело в том, что Джавахашвили был ученым, профессором. Это был без преувеличения грузинский гений. Это научная работа, это исследовательская работа. Он может найти это название и опубликовать его так, как оно есть. Простые люди могут этого не знать. До сих пор есть люди, которые даже в Грузии, которые считают, что кисты, они близко родственные чеченцам, но они не понимают, что кистинцы, те же, которые проживают в Панкийском ущелье, что нохчи, проживающие в Чечне, что это один единый народ. Это просто название, которое они сохранили за собой. Не более. Что кистинцы, что ауховцы, что акоки, что акисы, что мизджеги, мичикизовцы, качкалыковцы.
у вас шашаны, чачаны, сасаны, дзурдзуки. Все эти названия, которые дали нам наши соседи. Джавахашвили же в своих глубоких трудах, поскольку изучал, работал над этим, еще раз повторю, это грузинский гений. И то, что он опубликовал на протяжении 200 лет, самые авторитетные ученые, которые занимались его работами, только подтвердили, и никто не опровергал. Только некоторые чеченофобы, нохчефобы, или назовите их как хотите, я их называю нарнийские историки, которые пытаются оскорбить от своей зависти и черного сердца наш народ, пытается исправить, послушайте, сами задумайтесь, исправить профессора, доктора, ученого исправляет кто? Человек, который не имеет даже исторического образования, который не знает ничего, а просто за отрабатывание бабосиков пытается очернить, осквернить нохчий народ. Поэтому на протяжении этих 4 лет мы видели многого. Мы видели многие моменты, когда подменивались. И те, кто читает, зачитывается, знает какие-то моменты и нюансы в истории, я вас прошу, прежде чем говорить 100%, вот это достоверно, убедитесь, проверьте. Тексты, которые я пишу, если я делаю авторские правки, я всегда говорю, я делаю авторские правки только на одно слово. Это чеченцы. Авторское право, самоназвание нашего народа Нахчи, я ставлю Нахчи, пунктир боковой и чеченцы. Вот дополняя, чтобы люди понимали, что это одно и то же. Это раз. Во-вторых, то же самое я делаю с адыгами. То есть адыги, дефис или кабардинцы, адыги, дефис или черкесы, потому что адыге это самоназвание этого народа, будь то это лезгины, самоназвание, как они есть. Сегодня там их некоторые называют, говорят, что их правильно называть не лезгинами, а кюринцами и так далее и тому подобное. Мы должны знать самоназвание народов, которые есть. Если бы это были бы кумыки, я бы написал бы гумки, боковой дефис, кумыки. Если бы это были дидойский народ, я бы написал дидойцы и боковой дефис там, как они, самоназвание. Вот. Андейцы то же самое. Поэтому я вас прошу, не поддавайтесь на провокации, не верьте, сразу панику поднимают, начинают, вот, оказывается, вы заменили. Мне незачем заменять их, поймите, мне незачем заменять, я вам оставляю ссылки. Вплоть до страницы, где это все указано, какой автор это говорит, где это указывает. Так делают нормальные исследователи, историки. Если же вы не видите ссылок, если же вы не видите, на какую работу я ссылаюсь, значит, это непосредственно моя авторская работа. Если же я взял полевой материал в начале текста, заголовок, я всегда перечисляю, многие говорят, вот почему ты всегда пишешь Межджекский, Кистинский, Дзурдзукский. Я вам даю знать, в шапке всегда салам и после названия наших народов, как нас называли все, чтобы вы знали, чтобы вы понимали это. И потом, если вы видите написанный полевой материал, это обозначает, что этот материал мы взяли у какого-либо старейшины, который, или видео, по которому я непосредственно пишу полевой материал. Если эти люди до сих пор живые, здоровые, и это их гипотеза, точнее, это их мнение, так они слышали, хоть это и является непосредственно их мнением, и это окончательно не доказано научным образом, я пишу, что это гипотеза. Поэтому, если вы знакомы с этими терминами, вы сразу поймете. Но никогда, по мере возможности, конечно же, я не буду убирать или подменять, или говорить там, допустим, никогда не существовавшие малые арстхойцы, большие карабулаки, малые карабулаки. Никогда этого не было. Граница у чеченцев была только с кабардинцами.
черкесами или адыгами, если правильно их назвать. Вот у них была малая Кабарда, большая Кабарда. В Чечне была большая Чечня, малая Чечня. Чтобы вы понимали. Остальное все, ни один немец, ни один француз, никто не делал такого более вот этих фантастических выдумки. Послушайте, это не потому, что у меня зависть, нет, нисколько. Если бы я увидел бы этот термин малые карабулаки или большие карабулаки, без всякого зазрения я бы это сказал. Мы прекрасно знаем, что Уастхуай карабулаки, которые проживают и на территории Нохчичу, и проживают в Ауховском районе, мы говорили, говорим и будем говорить, это единая часть Нохчи народа. Как и эхки, которые акинцы, которые проживают на нашей территории или в Аухе, они являются чистокровными нохчийцами, чеченцами. И я не считаю целесообразным или зазорным, или для того, чтобы каким-то образом подлизаться или сделать кому-то хорошо. Я не пытаюсь изменить исторические названия. И это будет неправильно. Поскольку любой человек может пройти по ссылке, посмотреть, что там написано, и будет все ясно. Вот эти подмены, компиляции для того, чтобы непосредственно дискредитировать Нохчи народ, раздробить его, сказать, что немцы, испанцы, кто-либо другой не фиксировал нас под этим названием. Нет, они зафиксировали нас как мизжеги. С татарского языка, с тюркского языка. Эта фиксация произошла, это было в первой половине 19 века. И они прекрасно указывают, какие общества входили в Нохчи народ, чеченский народ. И здесь ничего такого нету, и мы должны это прекрасно понимать. Вот. И никто не пытается. И самое интересное, когда люди начинают говорить, а вот где про вас написано, что вы нохчи, а вот кто говорит, чтобы вы понимали, это обозначает о том, что нохчи сами, самоназвание народа, нохчи, самоназвание. И если кто-то с нами взаимодействовал более плотно, они знают, что так называли. Вот Джавахашвили 200 лет тому назад, 200 с лишним тому назад, он углубленно изучал историю кистинцев, дзурдзуков, чеченцев. И они прекрасно, он зафиксировал и передал это. И еще, есть еще один очень важный момент. Сверху записаны там, допустим, дзурдзуки, а вот нижняя плоскостная территория записана чеченцы. Так вот, чтобы было понятно, послушайте, сегодня, на сегодняшний день, 21 век, уже все как бы в основном раскрыто. Вы должны понимать, сегодня, даже сегодня, тех, кто проживет глубоко в горах, в Итумкали, в Шарое, Ламан, Хуай, Лам, Руай называют у нас. Те, кто проживают по Тереку, близ Моздока, плоскостная, верхний Наур, нижний Наур, Наур, Лахнойри там и так далее. Этих чеченцев до сих пор и сегодня называют Теркхуай. Те, кто проживает в Аухе, называют Аухуай. Тех, кто проживает в Панкисе, называют Кистуай, кистинцы. Но тех, кто проживает в центральной части, называют чеченцы. Нохчи, разницы нету. Но это не говорит о том, что это разные народы. Это один и тот же народ. Эти названия даны по местностям, где они проживают, по районам. И если до сих пор некоторые люди и сегодня, если он не ученый, не занимается этим, никогда не поймет этого. Идиоты только могут утверждать о том, что если там живут название такое, снизу другое название, эти отдельно, те отдельно. Это неправда. Мы единый, один народ. Один язык, одна культура. 7 диалектов, 10 говоров. Богатейший нохчи язык, от которого взяли куски, и некоторые сегодня пытаются там еще что-то говорить. Поэтому не может у одного и у разных национальностей, послушайте,
С нами по соседству 200, 300, 400 лет живут тюрки, кумыки, нагайцы, сюли, некоторые газгунки. Живут гайбертлай, кабардинцы, адыгхуай, адыги, черкази, черкесы, хири, осетины. Скажите мне, столько лет, они не сейчас, не 100 лет прошли, не 200 лет тому назад прошли. Почему и многие из них являются автохтонными этого Кавказа? Скажите, почему у них не наш язык, если мы разные? А они живут и воевали с нами, и против воевали. Нагайцы делали набеги. Огромная плоскостная территория была за ними. Татары, тюрки тоже делали набеги, плоскостную территорию отвоевали. Почему они говорят не на нашем языке? И почему мы не говорим на их языке, а сохранили свой язык? Что касается разнообразия, то, что мы знаем, там, допустим, тюркский язык, или то, что мы знаем, грузинский язык. Кистинцы сегодня прекрасно говорят на грузинском языке. Маша Аллах. Вот такой дар от Всевышнего Аллаха. Ауховцы могут спокойно понимать, что говорят кумыки, или что говорят сюли. Но они не носители этого языка. Они ведут бизнес, они по соседству живут. Они общаются, кто-то дружит. Поэтому, знаете, сегодня десятки, сотни тысяч чеченцев знают французский, немецкий, английский язык. Но от этого они не становятся ни англичанами, ни французами, ни немцами, ни итальянцами. То, что мы изучаем иностранные языки и знаем эти языки, не дает права нам говорить, что мы якобы ассимилировали или якобы там смешались и так далее и тому подобное. К сожалению, этих людей недалекий ум, и они не понимают того, что если ассимиляция происходит полностью, теряется язык, теряется культура и так далее и тому подобное. Не то, что это в последние десятилетия даже элементы в танцах полностью выжигали и вырезали среди чеченского народа. Теперь на свадьбах нету такого, который там задние, сальто и так далее. Вот эти пришлые элементы, которые были, они исключены из этих, даже из той момента, когда там кто-то женится или происходит что-либо такое, там танцуют. Чтобы там по 10 человек заходили в круг, танцевали, такого никогда у нас не было. И это тоже изжило из себя. Понимаете? Поэтому нужно понимать, что вот эти речи, вот эти разговоры, которые пытаются навязать нам, сказать нам о том, что вот вы такие или сякие. Что касается, конечно, это не прилипнет к нам. Конечно, не прилипнет к нам, я это все понимаю. Но есть такие люди, которые, к сожалению, начинают верить этим сказкам, небылицам. И, само собой, задают вопросы, приходится каждый раз объяснять, опровергать, что это не является истиной. И никогда ее не было. Вот. Ладно, давайте постараюсь немножко ответить на ваши вопросы. Я бы хотел затронуть внешнюю политику Зимбабве 1920 год. Ну, тебе тогда нужно найти зимбабвийского блогера, историка и задать ему этот вопрос. Даже не историка, а политика. И спросить у него о внешней политике первой половины 20 века Зимбабве. Он тебе расскажет. Мы не африканцы, мы нохчи. Если тебе интересна история зимбабвийцев, Зимбабве, так, пожалуйста, можешь устроиться в университет. Там есть отделение Востока Африки, кажется, оно так и называется, история Востока и Африки. Там ты можешь изучать внутреннюю, внешнюю политику африканских стран и континента.
Вот я думаю, ты найдешь ответ там. Ладно, давайте задавайте вопросы. Ибрahim, если есть вопросы, в Ютубе тоже можешь переадресовывать, и мы, конечно же, ответим. И одна наша сестра Зура, кажется, задонатила. Зура, Аллах да сааду, дерезхил да духяхил. Огромная поддержка нашим сестрам сегодня, сестра задонатила за поддержку нашего канала. Ва алейкум ассалам. Башлам, у черкесов был субэтнос. Субэтнос, который исчез в Шапсуге, кажется. В Шапсуге, Убыхи, у нас тухумы или тейпы, которые исчезли во времен Кавказа. Да, я понял вопрос. Во-первых, насчет того, что шапсуги исчезли или нет, я не знаю, но убыхи точно есть. Тукумы — это неправильная терминология, это введенное нововведение для нас, кажется, в 19 веке. Его переняли от русского этнографа, валикум салам, этнографа. Он впервые начал этот термин употреблять по отношению к дагестанским обществам. Но в Дагестане проблема в другом. В Дагестане очень много разных национальностей, которые даже не один язык. Не знаю, почему он и Мамакаев у него перенял и перенесли, наши некоторые этнографы перенесли вот это название Тухум к нам это не имеет отношения. Но поскольку это уже зафиксированный момент, правильно им говорить варш. Что касается варов, у нас вары все сохранились. Что касается тейпов, исчезли, да, исчезли. Есть тейпы, которые полностью исчезли, об этом говорят. Допустим, есть и селение, и тейп Зурсхуай был, допустим, Зурсхуай. Он исчез. Считается, что этот тейп тоже исчез. Я один из тейпов только назову. На карте в начале 19 века это селение есть, и оно зафиксировано. Вот. И некоторые тейпы, которые исчезли, тоже об этом говорят. Не забывайте, что Берже, если я не ошибаюсь, и Берже, и остальные ученые, которые начали изучать, указали, что более или менее сохранившиеся к тому периоду тейпы было всего лишь в одном месте сказано 63, в другом месте сказано 65-66. То есть было всего лишь 65 или 66 тейпов. Остальные во время войны, начиная со времен Тамерлана, очень большое количество нашего народа погибало в разных стычках. И с пришлыми врагами, и с соседними некоторыми недоброжелателями. Поэтому мы знаем прекрасно, что один из тейпов чаберлоевцев был на грани исчезновения даже во время имама Шамиля, когда произошло вот это кровавое сопротивление и уничтожение одного из тейпов Чеберлой. Сохранился этот тейп только благодаря тому, что мать в этот день, когда произошла вот эта резня, с двумя своими сыновьями уходила погасить домой в другое селение к своей матери с двумя детьми. И вот только вот эти два мальчика остались из-за этого тейпа, и дальше этот тейп начал оживать и возрождаться. Вот. Поэтому и это, не забывайте, и это времена, вторая половина 19 века. Поэтому нужно знать. Спроси еще раз о кладбищах кабардинских, Ибрahim. Что спросить о кладбищах кабардинских? Антипонт ТВ. Я вам еще раз говорю. Информацию, которую еще года 2 тому назад, когда я публиковал старые адыгские кладбища неподалеку от Малгобека, в Сидахе. Вот в этот момент мне в директ прислали информацию и сказали, что были случаи, когда были случаи, когда уничтожались, не знаю, но трактором, якобы бульдозером стирались кладбища, которые были когда-то, некогда кабардинскими, адыгскими. Вот. И это было
буквально года 3-4 тому назад. Больше информации я не интересовался, потому что этот вопрос немножко... Дело в том, что видеоматериала у меня не было. Если бы был видеоматериал, я бы подтвердил это. Ни видеоматериала у меня не было, поэтому заниматься разжиганием межнациональной розни я не хочу. Ва алейкум ассалам, брат Умар, красавчик наш. Мова Умар. Башлам, Ясса Нохчи Тейп тоже у нас потерялся. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Башлам, у тебя есть книги под названием «Общественный строй Чечня», шейх Мансур? Общественный строй. Ты мне скажи автора. Может быть, есть, может, нету. Да, я же как раз-таки об этом и говорю. Вы должны понимать. Насчет Шаройского района, когда я говорил, когда люди пытаются, некоторые сегодня, наши восточные норнийцы утверждают, что вплоть до Химуай это были их земли, все становится ясным, элементарным, простым методом. Когда ты проверяешь Шаройский район на кладбищах, все могильные плиты и кладбища, самые древние, самые старые, являются шаройскими, чисто Нохчи. И никаких сюли там и рядом не было, и никаких их захоронений тоже нету. Поэтому, прежде чем рассказывать сказки и байки о том, что Химуай, Кенхи и все остальное были якобы когда-то вотчиной Шамиля, когда-то вотчиной Шамиля была и вся Чечня, не забывайтесь. Почему? Потому что он был имам Чечни и Дагестана, и оно идет как общее государство. Но это никогда не была вотчиной Сюли. Никогда. От того, что там добывалась соль или порох, или были какие-то строения якобы. Все, что находится на Шарое, каждый миллиметр, каждый сантиметр земля, пропитанная кровью шаройцев, кровью и потом. Если вы доказываете обратное, докажите это. Раскопками, доказательствами. Их нет и никогда не было. И ни миллиметра шаройской земли не достанется никому, кроме истинному Нохчи и представителю Шаройского района, который проживает. Не нужно на соседние земли претендовать. Мы же не претендуем на некоторые земли, всех, которые находятся с правой стороны Гойхи, Сулак, иначе говоря. На чеченском она Гойхи называется. Башлам, есть сведения о том, что ваш Андрой нашли в 99-м. Я слышал об этом, информации у меня нету. Есть видеозаписи, прямых доказательств я не нашел. Я попросил в Норвегии, в Дании найти отделение Красного Креста, которые были здесь. Они же говорили, что в музеях там есть, и подтвердилось. Но ничего подобного я, по крайней мере, пока не нашел. Ансар Черкасия. Ассалам алейкум из Черкесии. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Братам адыгам. Извините, братья, я вас не черкесами называю. Вы для меня адыги. Поэтому адыгский народ — это наш братский, побратимый народ, потому что мы вместе пережили очень большие тяготы. И тут, как говорится, можно только позитивное говорить. Хотя есть мелкие людишки, которые пытаются даже между нами посеять рознь и поссорить нас между собой. Не дает покоя им история Адыге и Нохчи. Особенно та часть, когда шейх Мансур с 20 тысячами своих воинов пришел на поддержку братьям-адыгам, и они вместе пытались освободить наш единый Кавказ. Мы говорим в историческом ракурсе, не политическом. Спасибо за футболку. Это вам спасибо, братья мои. Эта футболка подарена мне братом адыгам. Здесь спереди флаг черкес, адыгский. На спине сзади горы, то есть горы Кавказа Эльбрус. И сверху написано мое имя Башлам. Но каждая звездочка, это адыгское общество, оно вышитое. То есть это не наклейки, очень качественно, очень приятно, поэтому я знаю, что адыги никогда не меняли свой флаг, и он у них с 18
19, 20, 25, уже 400 лет, как этот флаг у них единый, целый и не меняется. Шейх Мансур, Башлам, авторы якобы Татоева. Да, я читал эту книгу, материалы я читал. Не забывайте, что Татоев ссылался на документы. Я знаю, что там есть моменты о том, что платили дань и так далее и тому подобное. Я вчера об этом рассказывал. Еще раз хочу, чтобы вы знали, Татоев в основном делает ссылку или же на человека, который ссылается на Лаудаева, или же прямые ссылки на Лаудаева. Лаудаев не был историком, Лаудаев не был этнографом, Лаудаев был царский офицер. И все, что написано им, написано в угоду царской власти в то время. Ни больше, ни меньше. Татоев, я не защищаю Татоева. Я знаю, что его наградили за работу. У Татоева есть очень многие моменты хорошие, где он описывает. Есть плохие моменты. Но, к сожалению или к радости, он не защищает. Я не знаю, он живой сейчас или нет. Он взял материалы из доступа, которые были. А не только он, и другие некоторые историки, которые даже после Лаудаева появились, ссылаются на него. То есть, если у Лаудаева был момент, очерняющий нашу историю, а у него они были достатки, они использовали их. Использовали, как и сегодняшние норнийцы, для того, чтобы задеть и оскорбить чеченский народ, потому что он был непокорным народом. И об этом говорит очень хорошо в своих трудах, говорит и Грабба, и Потта, и Воронцов, и Ермолов, и Паскевич. Вы посмотрите, я же печатаю для вас. И очень, там не только же хорошее написано. Есть и хорошие моменты, и плохие моменты. Поэтому, если там о нас пишет Пушкин написал, или Лермонтов, великие русские классики, мировые классики, это же не обозначает, что все писали о нас хорошо. Нет, конечно же. Картина была такая же, как и сегодня. Тот, кто с нами хорошо знаком, писал о нас хорошо. Тот, кто был с нами плохо знаком и слышал только из средств массовой информации, ТВ или социальных сетей, допустим, из Одноклассников, ТикТока или с канала Бузуртанчика, вот они и пытались, конечно же, обиженные, боящиеся, с черной завистью, они пытались оскорбить, очернить наш народ, вне всякого сомнения. Те люди, которые были хорошо знакомы, они всегда с уважением относились. Да, я не утверждаю, что мы идеальный народ. Мы очень мстительный народ, черствый народ, но есть и очень много и хороших, добрых качеств в нашем характере. Мы не женщины, чтобы всем угождать и всем быть милыми, и сразу пришел, мы сдаемся, входим в ваш состав, но не такой мы народ. Пытаемся сопротивляться, если смогли, держимся, если не смогли, ну что поделать, не давать же весь народ уничтожать. Некоторые недовольны, что мы сразу не сдаемся, якобы важно сразу сдаться и размножиться. Нет, так не было в нашей истории. Башлам, расскажи, пожалуйста, про тейп Садуай. Ну, сегодня прям какое-то наваждение про чеберлоевские тейпы. Садуай очень древний тейп, очень большой тейп. К сожалению, очень много мифов о нем тоже, конечно же. Вне всякого сомнения, один из больших тейпов, чеберлоевских тейпов, которые зафиксированы, как и Галай, Садуай, Варандуай, Уарсуай. Некоторые говорят, что Уарсуай и Садуай это одно и то же, абсолютно неверно. И Уарсуай отдельно тейп, и Садуай отдельно тейп, и те, и другие являются чеберлоевцами. Количество их без малого где-то в пределах 50 тысяч. Отмечены они очень ярко, их представители и во времена татаро-монгол, вторжения татаро-монгол, и во времена Аланского царства. О них очень много. Но, опять же, я не хочу, вы же знаете, я не люблю, когда одного там возвышают, там другие там. Это очень хороший древний Нохчи тейп, который проживает на юго-восточной части нашей Родины на сегодняшний день. У них есть своя гора, своя башня. Только хорошее можно сказать о исконно Нохчи тейпе. Что ты плохого скажешь?
Но проживают они, вне всякого сомнения, по всей территории Чечни. И есть источники, когда описывается история непосредственно Алан, что одни из полководцев и более зажиточных представителей нашего народа из Тайпа Садвай были во времена Аланского царства, что они были одним из полководцев даже, или полководцев. Некоторые сразу говорят, что чуть ли не один из царей был садовец в Аланском царстве. Но это такие вещи очень спорные, надо доказывать. Гипотез много, доказательств, к сожалению, не так много. Это надо же прожить столько лет в Чечне, в Грозном, и так яро ненавидеть ночи. Бальтазар. Но это не ненависть. Он так зарабатывает, он так просто-напросто. Зависть, не знаю, может маразм, может шизофрения. Башлам, кто вообще по нации этот Лаудаев, а также Натаев? Натаев Нохчеву, Лаудаев вроде тоже Нохчеву. Тайпы называть я не буду. Но поймите, еще раз хочу, чтобы вы понимали. История, время проходит, и определенную эпоху появляется. И сейчас есть такие люди, и в то время были такие люди, которые не столько любят нас и нашу историю, сколько ее кроют и позорят. Ну, ради копейки, ради чего-то. Поэтому не буду. Я знаю и того, и другого, не буду называть их тейпы. Что касается Натаева, скажу сразу. Натаев сделал опровержение. Натаев сегодня доктор, если я не ошибаюсь, научную степень имеет. Он тоже это взял не с потолка, он взял с определенных научных работ, изданий. К нему какие могут быть претензии? Расскажи, пожалуйста, про тайп Ширди. Доктор Хедшо. Вы называете тайпы, допустим, Ширди, Шарвай, я не знаю, Ширди, Нахчмахоевский тайпы, большой тайп, проживает на Восточной Чечне. Очень немало Ширди находится и в Ауховском районе, и в Чечне по всей территории проживают. Ширди очень активно участвовали в Кавказской войне. Я опять же прошу не путать. Я не хочу, чтобы люди сейчас, они участвовали, другие нет. Конечно, участвовали. Просто есть некоторые тейпы, которые более активно принимали в этом участие. Вот, и описывается, что они пострадали, много погибло, допустим, Бенуай, Шонуай, Ширди, Аларуай. Вот эти, они как раз находятся в этой гуще ичкерийских сражений и проживали там. Также Ширди имеет свое родовое село, свою гору. На сегодняшний день, я не знаю, вроде есть у них или нету башни родовой. Вот. Но то, что они являются одним из немаленьких тайпов, если я не ошибаюсь, где-то 40 тысяч, как минимум, количество их. Проживают по всей территории Чечни в основном. Вот. Исконно Нохчи тайп, что можно еще сказать о нем? Я даже не знаю, вы вот такие вещи говорите, я порой в ступор прихожу. Це Нохчи будешь, так, я вот акцентировать внимание про Ширди, селение, количество. У меня есть пост. Зайдите, просто надо. Да, я понимаю, там 10 тысяч постов. Надо вот свободное время зайдите, пролистните. Там целые 1-2 статьи про каждый тейп, почти что я написал. Язина, ваша. Язина, Эшбатош, Ляц, Язина. Но не в первом, поскольку я сам являюсь представителем этого тейпа, я не люблю как бы себя там или нас писать. Про Эшбату я тоже написал. Про Эрснуай написал. Вот. Есть некоторые тейпы, которые я приготовил, допустим, Магажуай, Мулкуай, Садуай, Цеси
Я написал, но пока еще не публиковал, потому что материала еще мало. Ригхуай печатал, Элстанчхуай печатал, точнее сделал, Хаккуай написал, Варандуай написал, Вашендрой, кажется, тоже написал. Зайдите, просто полистайте. Вы понимаете, я не могу зацикливаться именно вот на тейповом тематике, тейповой тематике. У нас история. Важная часть нашей истории – это наш народ, это наше единство. Это чтобы нас не оскорбляли, чтобы вот эти все небылицы о нашем народе, нужно от этой шелухи очиститься. Поэтому тейпу я уделяю это, поймите, первое – это религия, вера Всевышнего Аллаха. Второе и самое главное – это наш этнос. Потом только третий идет тейпы, четвертый идет там село и родные, семья. Вот так идет эта градация. Если мы сразу, оставляя остальное, переходим на тейпы, это, поймите, один тейп без единого народа – это ничего. Нету ни одного чеченского тейпа, который лучше других. И нету худшего чеченского тейпа. В любом тейпе могут быть и хорошие, и плохие. Могут быть суперсильные и суперслабые. Этим всегда славился наш народ, потому что у нас было равноправие. Мы друг друга уважали, мы друг друга ценили, помогали. Есть тейпы, которых там 2-3 тысячи человек. Но никогда в жизни ни один большой тейп, Цуантруай, Бейнуай, Аларуай, я не знаю, любые другие Садуай, никогда не унижали вот этот маленький тейп, не притесняли его, не забирали у него гору, не забирали у него родовое село. Такого никогда не было. Поэтому к этому нужно прийти, вы поймите. Если мы будем только заниматься только тейпами, только вот сатейпалас лица, если сатейпалас дючного, а с греви ирион, а с поддержкой ирион, а в другом случае, неинтересно, хитейп штуч, ишдаться, потому что оскорбляют 1, 2 тейп, 3, не весь народ оскорбляет. 1 тейп оскорбляет, мы оставляем, потому что это нас не касается. Другой тейп, мы молчим, так нельзя делать. Оскорбить любой новчий тейп, должны все стать в штыки. Оую ему не. А какие-то наши внутренние недовольства, разборки, кровная месть, если она была даже, или злоба, это наше внутреннее дело. И перед другими людьми мы должны это показывать. Вот перед другими людьми мы не должны показывать свои распри. Ой, но это наши стражники, пограничники, один из боевых фратрий Восточной Чечни. Ой, это тоже относится к Чеберлоевскому. Я не знаю, прямо сегодня в эфире у меня одни чеберлоевцы, походу, собрались. Вот так вот. Есть вопросы? Задавайте вопросы. Ноги затекают. Надо вставать иногда время от времени. Хамзат Мансаев. Что скажешь об истории массагетов, маскутов, которые тюрки приписали к себе? К этому материалу, Хамзат, я читал эти материалы. Честно сказать, тюрки приписывают многих к себе. Гуннов приписывают, хазар приписывают. Ну, татаро-монгол приписывают. Я не знаю, честно сказать. Что касается массагетов, или, как там ты написал, массагеты, это понятно. Маскутов, это история, которую нужно изучать. Материал я небольшой взял, начал его работать, но доказательная база очень слабая. То есть информации очень мало. Нужно больше доказать, больше привести доводов в нашу сторону. Ну, остальное, ну что тут поделаешь, брат? Я не удивлен. Почему? Потому что вот возьмем горгорейцев. Мы знаем, что было Великое Албанское царство, в которое в основном и были
хоть и часть в основе там были лезгины. Сегодня кто только его себе не приписывает. Большая часть лезгинов были в албанском царстве. Но и сегодня, если мы говорим о гаргарейцах, да, мы знаем, что гаргарейцами называем себя мы, ингуши, но есть и дагестанские рутульцы, кажется, и удины тоже претендуют, и они говорят, что гаргарейцами были непосредственно они. Поэтому говорить одно дело, доказывать это нужно хорошими доводами. Что касается Масаки, конечно, я считаю, что это просто приписано тюркам. Но сказать это одно дело. Основательная база, которую мы можем показать, сказать, что есть ваше, что есть наше. Над этим нужно работать. Башлам, а какие тейпы произошли от других старых тейпов? Это я не буду это говорить, Нахчимах. Давай не будем об этом. Это разговор, который приводит к раздроблению, к ссорам. Поэтому такие разговоры я вести в эфире не буду. Мы едины, мы один народ, и они произошли от вас, мы произошли от них. Бог что помилуй. Я был в некоторых дебатах с этими людьми, и каждый говорит, нет, они от нас произошли, эти говорят, нет, мы произошли. Поэтому это до добра не доводит. Но я скажу тебе так. Если некоторые этнографы считали, что формирование тейпов завершилось во второй половине 19 века и в первой половине 20 века, это очень сомнительно, потому что на сегодняшний день показывают, что 200 с лишним тейпов у чеченцев. А было всего лишь 63 или 66. Вот и умножай. Сколько Нек и Гарш отделились и появились. Вот. Что касается инородных, соседних народов, которые пришли и которые наши этнографы почему-то называют тейпами, но и не обосновали, почему они называют их тейпами, то ли они им дают уровень не народа, поскольку давать уровень народа в народе было бы неправильно. Я думаю, что исходя из этого, я предполагаю, но опять же, это нужно доказывать. Почему это не сделали этнографы, я не понимаю. И все этнографы как один зафиксировали их как тейпы. Зачем это было сделано? Из-за этого происходит уйма непоняток. И вот Натаева именно за это и ругает. Ругает в каком плане? Вот, непонимающие люди начинают, вот, что от него больше вреда, чем полезного, потому что он так написал. Он не виноват, потому что начиная с Мамакаева, который утверждал, что их было там 23 тейпа, которые проживали в Чечне, инородных, перечислять их смысла нету. Любой может взять и посмотреть. Он говорит 23, остальные там говорят кто-то 20, кто-то 19. Этот вопрос очень непонятный и нерешенный нашими этнографами. Почему они их называли тейпами, они называли их народом? Вот. Я вот этого понять не могу. Но я думаю, что они тем самым показывали, какой бы соседний народ ни был, они их ставили на уровень нашего даже самого маленького тейпа. Исходя из этого, их называли всего лишь тейпами, поскольку они получили политическое убежище на нашей территории. Думаю так. У нас осталось 2 минуты, уважаемые мои друзья. Давайте сделаем так. Минут через 5, дайте минут 5, я постараюсь обновить. У нас 2 минуты осталось. У меня заканчивается трафик. Я буквально постараюсь добежать до банкомата и чуть-чуть положу, и мы продолжим. Дайте 5-10 минут мне, и мы продолжим обязательно. Не теряйтесь, не уходите. Я буду рад общаться. Ибраим, не теряйся. Сейчас мы возобновим эфир. Хорошо?
Согайзи. Перезагрузки лицая бордовая. Да, лучше подождать, чем перезагрузить. Дорогие друзья, не забудьте ставить лайки и подписаться на канал, кто еще не подписался. Баркал, всем спасибо.